То есть пока они нашу презентацию видят. Ну, оно пойдет сейчас в трансляцию, только... Зачем ты? Надо поприветствовать надо. Чуть-чуть. Нет, ничего. Хотя посмотрите, кто второй с тем же самым. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, всем добрый день. Сегодня я и Лариса Генриховна проведем анализ олимпиадных заданий, разберем с вами типичные ошибки, проанализируем их и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Очень хотелось бы знать, что вы нас слышите в данный момент. Пожалуйста, плюсик поставьте, если вы нас слышите. Также ваши преподаватели могут писать нам в WhatsApp, если что-то пойдет не так. Телефоны у нас рядышком. Угу. Ну что, начинаем? Да, начинаем. Итак, в этом году, дорогие ребята, я хочу вас еще поздравить. Поздравить с окончанием данной олимпиады, поблагодарить вас. Огромное спасибо за ваше участие. Несмотря на результаты, вы все большие молодцы. И, конечно же, мы выражаем благодарность вашим учителям, которые готовили вас к данной олимпиаде. Итак, давайте сейчас мы начнем с вами с лексико-грамматического теста. Общее количество баллов, которые вы могли в целом набрать за все задания, за 5 конкурсов, равняется 131 баллу. Давайте мы начнем с лексико-грамматического теста. По нему вы могли получить максимально 31 балл. Да, задание было действительно сложным. И в целом мы считаем, что олимпиада в этом году была сложная. Но вы молодцы, вы справились. Вы справились. Итак, давайте мы сейчас вам открываем ключи. Ну, как обычно, виды заданий были различные. Множественный перекрестный выбор, заполнение лакун, восстановление текстовой связности. Мы сразу вас хотим предупредить, что оценивание было строго по ключу. За каждый правильный ответ мы выставляли указанное в ключах количество баллов. И, к сожалению, никакие варианты ответов, отличные от ключей, мы не могли принять. Итак, открываем. У нас с вами было 4 задания. Первое задание необходимо было выбрать, точнее, решить, какое местоимение необходимо поставить. Итак, вот смотрите, я выделила красным те местоимения, которые почти все неправильно написали. Ну, что я еще хочу сказать, что минимальное количество баллов за это задание, за этот конкурс был равен 1. Максимальное количество баллов... нет, это я вас обманываю. Значит, максимальное 13 за этот конкурс
из 31, и минимальное было получено 2 балла из 31. Сейчас мы с вами будем анализировать местоимения. Вот что касается местоимений, 7 правильных ответов должно было быть. Да, 7. За данное задание минимальное количество баллов было получено 1, максимальное 5. То есть, к сожалению, ни один из участников не ответил правильно на все 7. Не поставил правильно все 7 местоимений. Ну, давайте смотрим. Итак, да? Обратите внимание, если у вас не стоял акцент, диакритический знак, к сожалению, мы не зачли данное местоимение, потому что у вас получился там союз или, а не местоимение у. Ки молодцы, почти все правильно написали. Дальше третье смотрим. Третье надо было лё поставить. Ну, конечно же, речь идет о каю. В контексте идет повторение данного существительного. Конечно же, надо было поставить лё. Дальше. Смотрите, четвертое. Ему позволить. Lui permettre. Вспоминаем управление. Позволить даже по-русски. Русский язык вам помогает. Позволить кому? Управление à quelqu'un. И, конечно же, мы выбираем lui. Дальше смотрим пятое. Мне казалось. Ну, здесь тоже молодцы, многие справились. Далее шестое. Ну, конечно же, чуть меня не задавила машина. Надо было выбрать меня. И дальше. И опять идет повторение этого un caillou, конечно же, при помощи le. Но тут опять надо знать управление глагола récupérer. Récupérer quelque chose. Прямое дополнение. Конечно, замена идет при помощи местоимения le. Посмотрите внимательно. Надеюсь, вы успели сравнить ваши ответы с ключами. Я думаю, позвольте нам перейти ко второму заданию, да, данного теста. Итак, во втором задании вам необходимо было правильно поставить предлоги. Да, за данное задание получил минимум баллов 1, минимум баллов, которые были получены за расставление предлогов, было равно 1 и максимальные 4. К сожалению, смотрите, можно было получить 8 баллов. Ну, давайте посмотрим предлоги. Итак, первое у нас А, да, на углу улицы. Дальше, да, второе было действительно, может, сложно. Надо было dans поставить. Дальше, être contraint, конечно же, требует de, но здесь многие справились, молодцы. Четвертое, вот я выделила 4, 5. 4-5, по-моему, ни одного не было правильного ответа. Ну, может, единицы и правильно написали. Благодаря мне. Да? Grâce à moi. Дальше. Пятое. Можно было выбрать vers, можно было выбрать dans. Смотрите дальше. Шестое. Если вы написали avant без предлога de, к сожалению, мы тоже не смогли зачесть данный ответ. К большому сожалению. Avant всегда требует de, поэтому его необходимо было указать. Avant de le faire disparaître. И опять идет повтор dans la bouche. То есть уже было dans une bouche. Ну, если вы ошиблись во втором, то и в седьмом, конечно, к сожалению. Дальше. И восьмое. Il m'arrive de. Ну, здесь тоже некоторые справились. Молодцы. Проверьте, пожалуйста, отметьте еще раз ваши правильные ответы. Посмотрите. Правильные ответы. По этому заданию 28% получили 2 балла. Давайте перейдем к следующему заданию этого теста. Итак, в третьем задании необходимо было поставить артикли. Опять же, выделила красным те артикли, которые вы почти все неправильно, которые вы не смогли определить, что необходимо поставить именно их. Давайте посмотрим. Итак, первое это ля, молодцы, многие поставили. Конечно же, у вас существительное начинает фразу, в большинстве случаев используется определенный артикль. Дальше, смотрите, второе, ну, конечно же, ле, потому что здесь ле может выступать синонимом местоимения ту.
во всех французских учебных учреждениях. Dans les établissements, dans tous les établissements, синоним, да? В третьем надо поставить ля, ну тут слово seul, конечно же, с определенным артиклем. Дальше. Четвертое, надо было поставить une. Вспоминаем правило. Если существительное сопровождается прилагательным, который выступает в роли его определения, и больше нет никакого контекста, мы с вами должны выбрать неопределенный артикль. Далее, пятое. Ну, конечно же, полимимоза, да? Chant de. Ничего не надо было. Вот, да, у вас там уже de стоит. Ну, конечно же, не надо было le, да, допустим, do плюс le, de нет. Chant de и не ставим никакой артикль. Угу. Дальше смотрим. Тут la classe. Ну, тут вы молодцы. Почти все справились. Правильно поставили определенный артикль. Что касается седьмого. Ну, рука у нее же определенная. Конечно же, надо было поставить ля. Ну, многие поставили лё. Все-таки у нас с родом существительных еще есть проблемы. Угу. Далее, тут тоже молодцы, понятно, жест, один жест. И последнее, мы ничего не ставим. Девятое. Запомните, это устойчивое словосочетание. Faire partie. Никаких артиклей нам не надо ставить. Посмотрите внимательно. Угу. Подумайте, все ли понятно. И дальше, к сожалению, четвертое задание, когда надо было выбрать правильную форму, еще и по смыслу правильный глагол. Тут, к сожалению, вот все, что красным, с этими глаголами не справились. Может, конечно, текст показался сложным. Ну, может быть. Посмотрите, réduise, я выделила S. Те ребята, которые поставили двойную S, к сожалению, мы не смогли зачесть данный ответ, так как это у нас с вами не вторая группа глаголов, как finir, это у нас третья, réduire. Смотрим дальше. Надо было поставить arriver. Угу. Réduise afin de faire quelque chose. Тут, конечно, по смыслу, наверное, сложно было подобрать. Плюс afin у нас всегда требует дальше инфинитив. Afin d'y arriver. Ну, единицы, конечно, справились. Молодцы. Дальше смотрим. Zone interdite. Женский род. Une zone. Ну, кто поставил interdit, мужской род, тоже не засчитывается ответ. Женский род, согласование, причастие. Тут было необходимо. Далее смотрим. Réussir à limiter. Ограничить. Угу. Ограничить пособие. Выбираем глагол limiter. Encourage. Некоторые молодцы правильно поставили. Угу. Дальше. Mieux vaut. Кто-то поставил valoir. Зачем поставили два инфинитива рядышком? Надо было вспомнить. Или vaut mieux. У нас такая фраза. Или vaut mieux. Она устойчивая, часто встречается. Ну, тут просто mieux vaut manger des poissons. Дальше. Pêcher молодцы. Многие справились, но, по-моему, некоторые написали, опять же, женский род. Рыбки у нас с вами мужского рода, поэтому дополнительно нельзя было ставить. Посмотрите внимательно. Мы даем вам время. К сожалению, вот именно с этим заданием 50% участников получили 0 баллов. К сожалению. Угу. Давайте, есть ли у вас вопросы именно по лексико-грамматическому тесту? Если что, можно нам писать в WhatsApp. Да, но тут был один вопрос от Оксаны Николаевны в том плане, что нет заданий, и поэтому сложно, конечно, определить, почему именно, например, réduire, там, arriver, interdire. Но, как нет? На нет, есть только тесты, я так понимаю, сами ответы детей. То есть сами задания не выложены. Но, наверное, мы как бы не вольны ничего выкладывать, поэтому если они не выложены, то есть самих заданий вот этих нету. Только ответ детей. Ну, здесь от нас ничего не зависит, поэтому, к сожалению, вот не можем помочь.
Если все посмотрели, ну, если есть вопросы, я думаю, что вы можете задать их в чате, нам эти вопросы передадут. Я предлагаю перейти к следующему заданию, это понимание устного текста. За это задание можно было набрать 30 баллов. И самый высокий балл это был 23, то есть это, ну, такой достаточно хороший результат. И, ну, было два участника, которые набрали за это задание только 8 баллов. Ну, наверное, и текст показался сложным, ну, и еще им кое-где, например, задания были, ну, к сожалению, не в той строчке, например, написали ответ на это задание. То есть здесь нужно было все очень четко написать там, где нужно. Как обычно, здесь были задания на множественный перекрестный альтернативный выбор, строго по ключу, то есть если нужно было, например, нужно было выбрать 4 буквы, а было выбрано 5, мы здесь, в общем-то, не могли зачесть, то есть даже если 3 были правильно, мы ставили 0 баллов. Если задание, требующее краткий ответ, мы оценивали только информативную составляющую ответа, то там, где был развернутый ответ, например, если был правильно информационный компонент, но языковой правильности мы сомневались, то есть была фраза сформулирована не точно, мы не засчитывали. То есть мы ставили 1 балл только за информационный компонент. Итак, давайте мы перейдем уже непосредственно к ключам. Итак, первое задание. Ну, вы прослушали текст. Это была лекция преподавателя, который говорил о том, как функционирует наш мозг и как сделать так, чтобы, ну, в общем-то, он функционировал оптимально. Вначале он привел 3 примера, и здесь нужно было представить первое, второе, третье задание, какие примеры он привел. Если эти задания были написаны не в этом порядке, мы все равно засчитывали, и мы даже засчитали слово «пилот», то есть даже если не было написано «пилот de Formule 1», мы посчитали, что, ну, слово «пилот», наверное, все-таки будет ключевым, и решили, что здесь мы 1 балл поставим. Footballeur, joueur de foot, prof et les élèves. Ну вот, к сожалению, в третьем вопросе, если было написано только les profs или только les élèves, мы не засчитывали, потому что здесь речь идет о преподавателе и о его учениках. Да? В 4-м задании нужно было спросить, кто этот человек, потому что он представился. Практически все ответили здесь правильно, что он преподаватель математики в лицее. Кто-то написал prof de maths в одной строчке, то есть, в общем-то, мы засчитывали, и мы ставили баллы. Если было prof de maths, ну, в общем-то, здесь 2 балла этот участник набирал. Что касается 5-го вопроса, здесь был вопрос... По мнению ученых, чтобы развивать свой мозг, что нужно сделать? В ответе на первый вопрос, что нужно сделать, требовалось ответить глаголом. То есть здесь ключевым словом был глагол, либо принимались соответствующие существительные, например, entraînement, stimulation. Ну, здесь, в общем-то, достаточно много учащихся ответили правильно. Мы постарались зачесть все задания, все вопросы, которые... Ага. Дорогие ребята и уважаемые коллеги, сейчас в новостях на сайте Центра сопровождения олимпиадного движения быстренько разместят сами тексты заданий. Вам так будет удобнее открыть их и открыть ваши открыть ваши листы ответов и все-таки сравнивать, чтобы в контексте лучше и будет понятно. Значит, на сайте Центра сопровождения олимпиадного движения в новостях. Сейчас Людмила Леонидовна разместит все тексты заданий. Ну хорошо, я продолжу. То есть в 5-м задании нужно было ответить на вопрос, что нужно сделать и как нужно сделать. Ну, здесь тоже требовались либо глаголы, либо существительные, которые бы им соответствовали. Diversifier, stimuler, mettre le cerveau devant les tâches différentes, faire réaliser. Мы постарались зачесть все варианты, которые нам показались схожими с теми, что были в ответах. Что касается 6-го вопроса и 7-го, здесь правильные варианты С и Д. Вариант С – это projet.
потому что речь идет не о работе, не о каких-то амбициях, а именно о его проекте, о проекте Эрика Гаспара. И что касается цели, это 7-й вопрос, цели его лекции, то в данном случае это представить 3 основных знания, которые противоречат тому, чему верит большинство в мире. То есть это те знания, которые очень часто в нашем сознании мы думаем по-другому. В 8-м задании здесь был краткий вопрос с кратким ответом. Для кого полезны эти знания? Мы засчитывали вариант, даже если было написано просто отдельно au prof, было отдельно написано aux élèves, либо aux parents. Мы посчитали, что не нужно было писать все 3, потому что, в общем-то, здесь мы не могли никак делить эти баллы. И поэтому, если даже был написан один вариант, например, aux élèves, либо просто было написано les élèves, мы этот вариант засчитывали. Почему? Здесь ключевым словом является глагол apprendre, либо enseigner. Поэтому, если были слова, например, были существительные типа apprentissage, enseignement, мы тоже эти варианты засчитывали. Что касается 9-го задания, то здесь был выбор правильного ответа. Это вариант Б. Вопрос был, что мозг не способен сделать, и вариант был, он не может запомнить все, что он записал. То есть он, когда записывает этот мозг, все запомнить он не может. Именно этот вариант нужно было выбрать. Что касается 10-го задания, здесь был уже вопрос развернутый. В общем-то, нужно было написать не более 20 слов. Все, кто написал, они, в общем-то, не превысили этот лимит, поэтому здесь мы никакие не снижали баллы. Но у нас был 1 балл за содержание, 1 балл за лингвистическую правильность этой формулировки. Какой был вопрос? Во время своей лекции Эрик Гаспар, он делал несколько выводов, и в качестве первого вывода он давал совет и объяснял, что нужно делать, как нужно поступать, чтобы мозг запомнил информацию. К сожалению, здесь мы не смогли зачесть некоторые варианты, которые были написаны. Да, кстати, к сожалению, многие участники даже не попытались написать, оставили эти строчки пустыми. То есть, или побоялись написать, либо, может быть, было непонятно. Но те, кто написал, мы постарались зачесть все случаи, которые совпали. То есть нужно было написать 2 этапа. То есть нельзя было просто написать «expliquer ce qu'il faut faire», потому что дальше нужно было объяснить, как с этой информацией, что нужно с этой информацией делать. Например, 3-й вариант expliquer la tâche, puis donner l'information nécessaire. То есть сначала нужно было объяснить, что эту информацию надо запомнить. В общем, все вот эти варианты вы видите на экране. Даже если было написано другими словами, но смысл был примерно такой, что сначала нужно объяснить, что нужно сделать, а потом дать необходимую информацию. Мы постарались это зачесть. В 11-м вопросе вариант, который нужно было выбрать, это С. Вот здесь единственный вариант. То есть нужно, когда вы отправляете СМС и слушаете радио, что делает ваш мозг? Мозг здесь он свое внимание переносит с одного действия на другое, и именно этот вариант является правильным по смыслу услышанного текста. 12-й вопрос опять предполагал развернутый ответ. Здесь вопрос шел о 2-м выводе, который делает лектор, и он здесь давал совет, который нужно было каким-то образом переформулировать, объяснить своими словами. Здесь лимит был 15 слов. Опять же, многие не решились это написать, оставили строчки пустыми.
Обращаю внимание, что здесь тоже было 1 балл за содержание, 1 балл за правильность формулировки фразы. И здесь, как сказать, ответами должны быть моноташа. Какой-то один из участников написал ne pas être multitâche. Мы зачли, потому что, в общем-то, это правильный ответ. Ну вот вы видите здесь варианты, которые могли быть зачтены. С 13 по 21 задание был выбор правильного ответа, и мы здесь были жестко лимитированы только вариантами, которые были в ключах. В 13 задании, к сожалению, были участники, которые поставили 5 вариантов, и мы не смогли зачесть, то есть засчитывается только когда вы выбираете 4 или меньше. Или меньше, если вы выбрали меньше. Ну и 14, 15, 16, здесь вы варианты ответов видите. Я не буду, наверное, если хотите, конечно, могу прокомментировать, почему это правильно. Но если у вас будет задание сами, доступ к заданиям и к тексту, который был услышан, вы увидите, почему именно этот вариант нужно было выбрать. Итак, 14 вопрос — это вариант Б, 15 вариант А, 16 вариант Б. И далее вы видите оставшиеся задания. 17 это С, далее 18 вариант Б, 19 вариант А, 20 С и 21 А. Но вариант А это был c'est vrai, да? Вариант Б это был, второй вариант это был вариант фу. И С это non mentionné, в тексте было не сказано. Ну, вот как уже я сказала, текст был достаточно сложный, потому что это была такая достаточно отвлеченная тема, но справились неплохо, то есть есть очень хороший результат, 23, самый лучший результат. Ну и так они распределились, баллы там примерно в рамках 20, 10, может быть чуть меньше. Если есть вопросы, можем на них ответить. Да, в любом случае, после всего обсуждения, после обсуждения всех заданий, мы дадим вам время, чтобы еще раз все посмотреть, и вы сможете нам позвонить, написать. Угу. Так, ага. Во втором пункте 4 задания... не поняли, где тест? Стоп. Вопрос. Во втором пункте 4 задания есть возможность написать être arrivé. Я так понимаю, что это лексикограмматический текст. Нет, être arrivé не было такого значения. Смотрите, речь идет о ЛГТ? Наверное, но во втором пункте 4 задания. Ну, Давайте. 4 задание, 2 пункт. Arrivé. Нет, ключ, это точно из ключа ответы, поэтому оценивание идет строго по ключам. Если бы нам был дан ответ être arrivé, мы бы зачли, но нам такой возможности просто не дали. Если в предыдущем задании, вот, например, во втором у нас было через дефис vers dans, и мы могли зачесть и тот, и другой предлог, то в 4 задании... Конечно же, я с вами вот не спорю, но выбора у нас нет. То есть нам выбор в данном случае не был дан. Arrivé и все. Так, сейчас мы посмотрим, еще есть вопросы. В новостях нет. Угу. Если позволите, я сейчас отлучусь и сделаю звоночек по поводу текстов заданий. Не перейти к письменному или что? Или перерву? Пусть поанализируют ЛГТ и конкурс. Да, тогда у вас сейчас есть время, чтобы посмотреть. Юлия Юрьевна позвонит, чтобы решить вопрос с тем, чтобы вы увидели сами задания. Понятно, что без самого текста, скажем, текста, который надо было поставить артикли или там, где нужно было поставить предлоги, очень сложно понять, почему именно dans, почему именно, не знаю, там, grâce à. Надо понимать содержание этого текста. Поэтому сейчас у вас есть время еще раз посмотреть. Если нужно, я могу открыть, не знаю, что могу открыть. Ну вот еще раз пролистаю тогда ответы, связанные с пониманием устного текста. Вот они.
Так, центр сопровождения олимпиадного движения в новостях, да? Хорошо, давайте, спасибо. Ребята, давайте-ка вы найдете задания, они расположены, у вас ссылка была в программе. Называется «Центр сопровождения олимпиадного движения». И в новостях уже размещены тексты заданий. Давайте вот мы дадим вам несколько минут, пожалуйста, откройте их. Потому что действительно без контекста очень тяжело анализировать ваши ответы. Так, по грамматике. Центр олимпиадного движения. Откройте их. Так, был вопрос, да? Да, По еще раз какому? по грамматике. ЛГТ? Я пока не поняла, какая по грамматике. Ну, сейчас, Что? подожди. Ага. Хорошо, ждем вопрос. Ну, лексико-грамматический тест, а какое задание, Ксения Юрьевна? Да. Какой номер? Там 4 задания. 1, 2, 3, 4. Ну, либо хотя бы скажите местоимения, Потому что это все артикли, предлоги или ответы. глаголы. Окей, просто Понятно. ответы. Давайте еще раз. Вот задание номер 1, там, где нужно было Они вроде поставить нашли. местоимение. Ну. Ага. Задание номер 1. Я сейчас предлоги нужны, да? Вот они, предлоги. Это задание номер 2. Угу. Какой предлог? Если есть какой-то вопрос по какому-то конкретному предлогу, то можем ответить. Но здесь мы опять же были четко в рамках ключей, и мы не могли... Даже семантически близкие. Все хорошо. Так, ну если вопросов нет по аудированию, Пока нет, если появятся вопросы, то вы можете их задать. Мы переходим к пониманию письменных текстов. Да, понимание письменных текстов. Вы молодцы, вы хорошо читаете. Но текст был сложный, действительно, эволюция бровей, надбровных дуг, различие между гейдельбергским человеком и Homo sapiens. Конечно, действительно, это было нелегко. Ну, 20% очень успешно справились. Один человек набрал 27 баллов из 30, молодец. И минимально было набрано 9 баллов из 30. Итак, давайте, конечно, давайте пойдем по ключам. Итак, смотрим. Первое, это у нас вариант D. Сейчас я найду сразу вопросы. Да, посмотрите. Первое D. Во втором необходимо было ответить 2 буковки, чтобы получить 2 балла. Ну, можно было и менее, можно было получить 1 балл. Посмотрите. В третьем задании у вас огромное разнообразие вариантов ответа, которые вы могли дать. Конечно, там l'un des chercheurs, l'un des membres des chercheurs. Все это мы учли, зачли и поставили 1 балл. Единственное, те участники, которые написали слово не scientifique, а scientiste, к сожалению, мы не смогли зачесть данный ответ, потому что scientist это у нас не ученый, это человек, который считает, что для понимания мира, в котором мы живем, наука имеет большее значение, чем искусство, либо другие формы сознания. Ну вот scientist, к сожалению, да, 2 человека написали это слово. Ага, дальше смотрите. Итак, 4. Там главное было попасть в основную идею, да. Основная идея, то, что они были в брови или надбровные дуги были большими, ну, в каком-то значении норм, grande, все можно было зачесть. Посмотрите, главное la grande taille в рамках этой ключевой идеи. Значит, смотрите, здесь было 3 аспекта. Физиология, социальный аспект и эмоциональный. Конечно, тут надо было, у вас в листе, да, в листе заданий было четко обозначено. Ну, конечно, раз физиология, значит, вы понимаете, что тут размер формы, наверное, важна.
Ну, посмотрите. Значит, четвертое. 1 балл. Ответ такой. Ага. Пятое, посмотрите. Здесь идея была у Homo sapiens. У нас, конечно, уже узенькие надбровные дуги. Ключевые слова mince, mobile, ну и mouvement, движение, visible, либо какой-то attirance. В принципе, все, что близко к значению вот этих слов в ключах, мы засчитывали. Что касается шестого вопроса, там уже был социальный аспект. Вы здесь сравнивали в разных аспектах разумного человека и гейдельбергского человека. Угу. Ну, вот посмотрите, в шестом position sociale dominante. Все, что было близко к этому значению, мы засчитывали. Position hiérarchique. Тут основная идея. Position sociale dominante. Ага. Ну, тексты вы хорошо читаете. Контекст хорошо тоже наблюдаете. Поэтому в целом, в принципе, вы молодцы. Дальше, посмотрите седьмой. Здесь главная идея была у нас взаимопонимание, да? Entente. Все, что близко было к entente, communication, мы тоже зачли. Coopération, там, где можно было написать formation de groupe, тоже у всех было зачтено. Угу. Что касается восьмого, ключевая идея – это то, что дуги, они, конечно, имеют отталкивающий либо пугающий эффект. Ну и посмотрите возможные варианты. Синистро, font peur, многие молодцы, антимидон написали, inexpressive, все мы тоже это зачли. Угу. Конечно, вот с четвертым, пятым плохо справились. И 9 класс не очень хорошо справился, именно с четвертым, пятым вопросами. Остальное было более-менее. Ага, давайте дальше. 9. У нас здесь les émotions positives. Ну, конечно же, позитивы это тоже у нас ключевое с вами определение. Но если даже вы написали toutes les émotions, la sympathie, все было зачтено. Угу. Давайте дальше посмотрим. Ну, здесь у нас уже четко надо было обвести правильную букву. Ну и посмотрите правильные ответы. (10-15), да? Ну, с этими 10-15 вы умнички, очень хорошо справляетесь. Все ответили, многие получили здесь достаточное количество баллов. Необходимо было ответить правильно, неправильно, либо не указанная информация. Угу. Это уже было второе задание, да. Дальше посмотрите. Ну, обратите внимание, 16-17. Если вы отметили не более 3 букв, то можно было получить 1 балл за каждую правильно отмеченную букву. Тут тоже молодцы, хорошо справились. С этими заданиями многие справились. Угу. Давайте перейдем вот к третьему документу, к третьему тексту. Социокультурный аспект. Ой, ну здесь, да, здесь было чуть сложнее. Посмотрите, 18-е. Ну, 18-й многие дали правильный ответ. Надо было назвать, как называлась организация, которая предложила сопровождать детей, путешествующих одних в поездах. Здесь многие правильно ответили. Тем более у вас был выделен этот значок, написано название, шифр отличался. В принципе, можно было определить, какое название имеет данная организация. Дальше. Ну, тут, конечно, если вы не знали, надо было объяснить аббревиатуру SNCF. Все объяснения близкие вот к данному ответу в ключе мы зачли. Посмотрите, что такое SNCF, как у нас она расшифровывается, данные сиглы. Обратите внимание. Проверьте, что вы написали. Получили ли вы за это баллы? Угу. Дальше, смотрите. 20-й.
20-й ответ. Сейчас я найду вопросы. Угу. Итак, в 20-м. Какая цель была? Какая цель? Что необходимо было делать? Да? Какую вакансию предлагали? Что необходимо делать? Ключевое аккомпани. Ну, конечно, здесь ключевое слово seul. Ну, в принципе, если было аккомпани, если было encadré, если были слова, глаголы близкие к данному, близкие семантически к данному значению аккомпани, мы учли. Мы зачли этот ответ как правильный. 21 вопрос, молодцы, все написали vacances scolaires. Вот следующие вопросы, 22-25, к сожалению, здесь большинство написали неправильно. Надо было обязательно посмотреть внимательно, что от вас требовалось, как звучал вопрос. Было написано «Il s'agit de présenter 4 documents». Ключевое слово «докюмент». Те ребята, которые просто из текста задания переписали, особенно в 20, ну, допустим, 23, 24, 5, просто переписали «Si vous avez de l'expérience», «Si vous avez le BAFA», ни в коем случае мы не имели права засчитать эти ответы. Тем более у вас даже «si», ну, не ложится ответ с частицей указательной «si». Если, да, вам написано, представьте 4 документа, которые фигурируют в тексте. Ну, конечно же, те, кто написал даже без слова «документ», но написал в императиве «необходимо иметь», «надо иметь», данные ответы были зачтены. Ну, отличный вариант, конечно, «le document». Некоторые участники молодцы, написали это слово. Вот и посмотрите, что надо было написать. 22. Документ, подтверждающий, что вы работали в качестве аниматор. Далее, 23. Диплом. Даже если вы, кто-то вдруг знал, что такое БАФА, БАФА это у нас с вами диплом аниматора вожатого. И если вот здесь le diplôme, например, confirmant que vous avez travaillé en tant qu'animateur, мы, конечно же, зачли такие ответы. Travail en qualité d'animateur, либо moniteur. Le диплом БАФА тоже просто БАФА комплект мы засчитали, даже без слова диплом. Далее, посмотрите, подтверждение, что у вас casier judiciaire vierge. Ну, даже если вы переписали il faut avoir un casier judiciaire vide, конечно, мы тоже это засчитали. Но с фразой «си», переписанная из текста, ну никак, она просто не ложилась сюда, не подходила. Ну, дальше, смотрите, для lettre de motivation, конечно же, это никто не писал, но если вы даже le document написали, ну, или как-то подтвердили, что expérience, être de nature dynamique, réactif, мы это зачли. Вот здесь, конечно, многие, 22-25, многие ребята... Да, и если даже был порядок... Я понимаю, задание было сложное, вопрос задан сложно. Текст тоже не из легких, но это Олимпиада. И, к сожалению, мы здесь, ну вот, очень хотели вам помочь, но вот это «си» просто, ну нельзя было «си», «си» vous avez. Тем более выделено, что... Я понимаю, что вас смутило. Вас смутила концовка вот этого самой формулировки задания sous forme de 3 Но тут четко посмотрите, что предложено в тексте во фразах с условной, с этой частицей si, а вы взяли и переписали. Ну вот не очень хорошо, да? Тем более, я думаю, вы все было понятно. Il s'agit de présenter. В принципе, легкая формулировка. И можно было понять. Ну, вы большие молодцы в любом случае. Молодец участник, который набрал 27 баллов. Значит, вы обладаете лингвистической наблюдательностью. Все остальные тоже молодцы. Вы хорошо уже читаете тексты. Хорошо ориентируетесь в контексте. Молодцы в целом.
Ну давайте, если есть вопросы по пониманию, мы ждем ваши вопросы. Да, и здесь надо сказать, что 22-25, даже если был не тот порядок, то есть написано 22, что у вас вы работали как аниматор, 23 бафа, даже если, например, вы написали бафа на 24 месяце, Да, вы можно было засчитывали, менять. здесь порядок Можно был было не, менять. не принципиален. Конечно, просто представить 4 документа. Если вы бафа написали в 25-м, без проблем. Кто-то написал бафа и казе judiciaire vide Да, в можно одном, было и менять. в принципе мы почти нельзя было. Нет, можно было, Оксана Николаевна, в 22-25 порядок мог быть свободный. Да. Я еще раз повторю, что кто-то написал бафа и казе judiciaire vide в одной строчке, мы зачли как 2 балла, потому что здесь нас интересовал Да. только Многие смысл. написали казье, и многие написали казье. Что они еще написали? Бафа и казе. Бафа и казье мы засчитывали. На порядок мы не обращали внимания. Единственное, если вы написали si vous avez, или l'expérience de travail, нет, не идет. Тут опыт нужен был именно опыт работы вожатым аниматором, либо аниматором. Вот это не зашли. Expérience de travail, может, вы работали просто продавцом. Угу. Давайте еще вопросы по данному конкурсу. Вроде пока нет. Пока нет, в любом случае у вас время будет. Хорошо. Еще раз все проанализировать. И мы переходим с вами к конкурсу письменной речи. Это уже более сложное задание. И здесь уже было видно, что если с чтением справились достаточно хорошо и был участник, который набрал практически максимум, приблизился к максимуму, то здесь из 20 баллов у нас самое большое это 16. И остальные распределились примерно от 16 до 5. Был участник, который набрал, к сожалению, 5 баллов. Конкурс письменной речи традиционно он оценивался в 20 баллов, и было 10 баллов за решение коммуникативной задачи, 10 баллов за языковую правильность. Сейчас я прокомментирую критерии оценивания коммуникативной задачи. Итак, что нужно было написать в этом задании? Это было эссе, размышление о роли ошибок в становлении человека. На мой взгляд, сама тема, может быть, показалась сложной, потому что, такая психологическая основа, психологическая составляющая, она не часто встречается в заданиях, поэтому легче, наверное, написать про экологию, чем, скажем, про психологию. Но многие справились очень хорошо и привели такие интересные примеры. Итак, первым критерием это было выполнение требований, сформулированных в задании. К сожалению, в этом году на этот критерий было выделено всего 1 балл. Мы не имели права его делить, то есть баллы должны были быть только либо 0, либо 1. И поэтому здесь мы, так сказать, своим решением, то есть здесь нужно было, видите, критериев очень много. Это, во-первых, тип текста эссе, все написали эссе, указанное количество слов 180-220. К сожалению, было 2 участника, которые написали меньше количество слов, соответственно, они получили за этот критерий 0 баллов. Заголовок, по сути, заголовка здесь могло быть не быть, членение на абзаце, расположение текста на странице. Но членение на абзаце, поскольку, здесь сложно было, мы не могли разделить этот балл на 0,5. Членение на абзаце мы оценивали в 4-м критерии связности и логичность текста. То есть именно там мы отняли баллы у тех, у кого членение на абзаце нам показалось нелогичным. Поэтому здесь в первом критерии практически все получили 1 балл, потому что все написали эссе, и указанное количество слов было тем, которое было необходимо. Соответственно, 2 человека только получили здесь 0 баллов, потому что они не написали то количество слов, которое требовалось. Второй критерий – это способность эффективно работать с текстами. Но я могу сказать, что мы всем поставили здесь 2 балла. Почему? Потому что проблематику текстов выделили все. Все по-разному подошли к решению своей задачи. То есть участники
абсолютно по-разному, про разные ошибки говорили. Это ошибки и в общении там с близкими, в общении с друзьями, в общении с любимыми. Это были, может быть, ошибки даже, которые они допускают, предположим, на уроках. Но общая проблематика текста была выделена правильно. Это ошибка и как вы ее переживаете. Единственное, что были участники, которые так и не ответили на вопрос, как именно они переживают эту ошибку. В этом случае мы их, как сказать, санкционировали в следующем критерии. Это способность рассуждать, предоставлять свою оценку зрения. Здесь я могу сказать, что в основном из 4 баллов было 2 балла, ну, у кого-то было 3 балла, поскольку здесь нам показалось, что рассуждение не всегда подчеркивало основные мысли, то есть оно было немножко хаотичным, может быть, в какой-то степени, и очень часто не было примеров. То есть рассуждение было, но конкретных примеров, которые бы подтверждали ваши идеи, не было. И последний критерий, это связанность, последний критерий в решении коммуникативной задачи — связанность и логичность текста. Ну, логичность, связанность построения. Здесь было дано 3 балла, и поэтому мы решили именно здесь, как сказать, санкционировать тех, кто не разбил на абзацы. К сожалению, очень многие написали, ну, скажем, введение, что-то типа введения, и потом всю свою основную часть написали одним абзацем. Да, ребят, вы не должны забывать, что в основной части, ну, поделите вы ее на 2 абзаца, но равно сложно. Это обязательно. Нельзя делать один абзац, который состоит там из 4 строчек, и из 20 строчек сделать основную часть, и потом сделать en guise de conclusion и какой-то вывод. Конечно, лучше основную часть представить в виде 2, но равносложных абзацев. И еще один момент. Вот здесь в предыдущем я забыла сказать, что подчеркивая основные мысли, вот здесь мы смотрели на коннекторы, потому что вот именно они подчеркивают основные мысли, именно они вот эту формулируют это рассуждение. К сожалению, коннекторы, которые мы увидели, они были, ну, очень такими однотипными и не подчеркивали эти основные мысли. Ну да, вот были некоторые, начинают premièrement. Если вы сказали premièrement, должно идти deuxièmement, должно идти, ну, даже без troisièmement, но появилось premièrement, и дальше все исчезло. То есть нет вот этой логики, логической последовательности. Так, следующий критерий оценивания письменного ответа — это языковая компетенция. Здесь можно было набрать 10 баллов. Как обычно, это был морфосинтаксис, следение письменной формы, лексика и орфография. Ну, я начну с последнего критерия, потому что, в общем-то, за орфографию, поскольку нам так и не сказали, какое количество ошибок мы должны санкционировать, мы не могли сейчас уже делить на 0,5 балла, поэтому орфографию мы решили зачесть всем, то есть все получили 1 балл, хотя ну, ошибок было достаточно много. Особенно это касается акцент aigu, акцент grave. Многие не пишут акцент aigu даже в таких простых словах, как école, ну, и других. Сейчас я как бы не готова сказать каких конкретно, но много ошибок. Мы своим решением решили, что поскольку у нас нет критерия, за сколько мы должны снижать, мы не снижали за орфографию. Пунктуация в основном везде была, в общем-то, допустимой. Что касается морфосинтаксиса, никто не получил 3 балла, потому что здесь было очень много ошибок, к сожалению. Я понимаю, что времени было мало, все спешили. И при проверке, возможно, упустили какие-то, не перечитали, и поэтому здесь, дальше вы увидите слайд, на котором я прокомментирую еще, какие часто встречающиеся ошибки мы заметили. Здесь в основном балл был 2-1, то есть большинство получили 2, ну, кому-то мы снизили до 1 балла, потому что количество ошибок просто зашкаливало, и, ну, в общем-то, мы не могли поставить здесь даже 2 балла. Что касается владения письменной формой, здесь мы оценивали вариативность синтаксическую, владение разными фразами, то есть что фразы они будут... Правильное построение сложных фраз. Да, что они будут сложными, что они будут письменными, а не какими-то разговорными. Да, кстати, некоторые участники написали разговорную форму «we»,
И некоторые участники очень странный синтаксис, очень. То есть здесь Нетипичный французскому мы языку. поставили, есть участники, которые получили 2 балла, однако есть, которые мы снизили до 1 балла, потому что были фразы, которые были построены некорректно, непонятно, и от этого, кстати, было непонятно, что за мысли хотел высказать участник. Что касается лексики, ну, не скажу, что сочинения... Ну, наверное, не все сочинения, к сожалению, отличались богатством лексики. В основном это было повторение слов, которые были в тех текстах, которые вы прочитали. Это не нарушение, то есть вы могли брать ключевые слова, но хотелось увидеть все-таки лексику более богатую. И здесь необходимо все-таки сказать, что erreur, ключевым словом было слово erreur. Многие потом, чтобы не повторять его много раз, заменили его на слово une faute, но надо помнить, что une erreur, она все-таки женского рода. И очень многие, посчитав, что это слово мужского рода, соответственно, делали неправильную замену на местоимение, то есть заменяли на местоимение мужского рода, ставили там притяжательный прилагательный, либо указательный прилагательный, ставили не в той форме, которая была необходима. Хотя слово erreur было в тексте, ну, возможно, не обратили внимание, какого рода оно в тех текстах, которые вы прочитали. Ну, про орфографию я уже сказала, то есть в лексике в основном мы поставили от 3 до 4 баллов, максимума здесь ни у кого не было. В решении коммуникативной задачи, напоминаю, что должна быть введение, основная часть, заключения. К сожалению, некоторые не написали заключение, то есть это была какая-то фраза, но которую нельзя назвать заключением. То есть все-таки заключение должно подводить итог тому размышлению, которое вы представили в основной части. Ну, таких было единицы. Да, их было немного, но, к сожалению, такие участники были. Что касается ошибок, ну вот ошибки в управлении глаголов, очень многие, поскольку здесь требовался глагол aider, потому что ошибка помогает нам что-то делать. Вот управление глагола aider quelqu'un à faire quelque chose, очень многие сделали ошибку. Многие сделали ошибки в управлении глаголов типа essayer. Глагол apprendre, тоже его управление не... Ну, как бы, забывали просто ставить предлоги после некоторых глаголов, требующих после себя особого управления. Ошибки в спряжении глаголов третьей группы. В основном это был глагол prendre, faire, vivre. И еще один глагол, это был глагол commettre. Поскольку в тексте было выражение commettre une faute, совершить ошибку. Вот этот глагол commettre мы видели очень много вариантов, кто как написал. Основным ключевым глаголом является mettre. То есть если вы знаете спряжение глагола mettre, то и глагол commettre вы сможете проспрягать. Они относятся к одной группе. И вариантов было как бы достаточно много. И вот здесь тоже мы увидели, что не совсем сформировано вот это правило умения спрягать глаголы. И, к сожалению, были ошибки в спряжении глаголов, спрягающиеся, то есть был употреблен вспомогательный глагол avoir с теми глаголами, которые должны спрягаться с être. Ну, место наречия в предложении, наречие ставили где угодно, только не после глагола. Отсутствие субжунктив, ну, это не частая ошибка была, мы увидели только в нескольких работах. В выборе притяжательного прилагательного артикля, указательного прилагательного, вот именно здесь было сделано наибольшее количество ошибок. Согласование прилагательного существительного в роде и в числе. Ну, орфографические ошибки, я уже об этом сказала. И некорректное употребление слов. Ну, например, скажем, употребление глагола raconter вместо глагола parler de. То есть raconter имеет прямое дополнение, глагол parler de имеет... Raconter quelque chose, мы можем сказать. Рассказать историю, рассказать какой-то смешной анекдот. Но рассказать это все-таки parler de. Был такой, ну, тоже не часто встречаюсь, но тем не менее, я думаю, что стоит об этом сказать. Персона, персонажа. То есть речь шла о книге, то есть был приведен пример книги, и там все-таки был персонаж, а не человек, потому что персона — это человек, персонаж — это персонаж. Кроме того, chercher, trouver, то есть речь шла о том, что нужно найти друзей, но появилось значение искать друзей.
résoudre des problèmes. Кстати, слово проблема опять мы в большинстве случаев увидели, к сожалению, женского рода. Здесь прямо интерференция русского языка чувствуется. Слово проблема во французском языке мужского рода, это надо запомнить. Ну вот результаты все постарались, есть очень хорошие рассуждения, максимума, к сожалению, никого нет, потому что, ну вот, скорее всего... Есть у нас максимум 20 баллов. За что? За письменную речь? Конкурс письменной речи максимум у нас 16 баллов. Да. Это за устную речь у нас есть максимум, Да, здесь 16 баллов, конечно, это близко к максимуму, но хотелось бы увидеть, конечно, меньше ошибок, потому что были работы, которых мы понимаем причину, потому что и тема была сложная, и времени было не так много, может быть, усталость уже, потому что это был последний все-таки последнее испытание. Ну вот результаты таковы. Давайте, если будут вопросы. Да, если будут вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Так, 10.04 в пятом пункте аудируется. Сколько было зачтено за вопрос КУА, не уловили. Писали оба ответа в один пункт. Сейчас посмотрим. Аудирование 10.04. Ты продолжай, я пока посмотрю. Нет. Ну, давайте, ребят, перейдем к конкурсу устной речи. Максимальное количество баллов 20, как и в конкурсе письменной речи. В критериях у нас было 3 части. Это монологическая часть 8 баллов, беседа 3 балла. И посмотрите, языковая компетенция, большее количество баллов 9 баллов. Но мы в этом году с вами, как и в прошлом, ожидали текст-опору, текст-декланшер, чтобы представить какую-либо проблему, высказать о ней свое мнение. Но в этом году у нас наши ожидания не оправдались, и мы с вами получили фотографию. Значит, что необходимо было сделать? Представить презентация и интерпретация иконографического документа, а именно фотографии в виде устного высказывания. Вы помните, да, что у нас с вами были всего лишь фотографии, ограниченные 2 темами: школа и семья. Посмотрите, из чего складывались критерии. Монологическая часть, опять же, мы были ограничены в критериях. Чаще всего был максимальный балл, это 2 балла. Посмотрите, надо было сформулировать, представить тематику фотографий. Почитайте. Соблюсти временной режим. Тут, в принципе, вы молодцы. Здесь все справились. Тематика была представлена всеми хорошо. Далее шел анализ фотографии. У вас был список вопросов, на них необходимо было ответить. К сожалению, сразу отмечаем, что не на все вопросы мы получили ответы. Да? Надо было охарактеризовать общее впечатление. Ну, тут вы тоже справились. Посмотрите дальше. Объяснить фотографию, что вы понимаете, что изображено, что хотел фотограф, какую цель преследовал. Ну и получателя определить фотографию. Необходимо было правильно, логично оформить высказывание. Опять же, введение, основная часть, выводы. Необходимо было сформулировать, развить тему, следуя разработанному плану. Ну, план, конечно, мы не у всех видели. Посмотрите, беседа, из чего состояли баллы. Ну, реакция на вопросы и реплики, на наши вопросы. В принципе, все реагировали, никто не молчал. И также надо было развить и уточнить свои мысли, убедительно обосновать интерпретацию. Вот какое было деление у нас на баллы. И опять языковая компетенция. Вы видите, что 9 баллов, это много. Ну, морфосинтаксис точно такой же, как в конкурсе письменной речи. Ошибок было достаточно. Типичные ошибки вы увидите в другом слайде, да? Лексика, опять же, надо было показать разнообразие лексики. Ну, фонетика, интонация мы никому не снижали. В принципе, все говорят на французском. Было здесь хорошо. Спасибо преподавателям, которые поставили вам фонетику и интонацию. Смотрите, что касается решения коммуникативной задачи.
В введении можно было представить тематику, что вы сделали, и дать общее описание. Ну, так как вы, я думаю, все готовитесь к ЕГЭ, готовились к ОГЭ, здесь все хорошо у вас прошло. Кто, что был представлен, где было снято, была эта приз для фото, да. В основной части, по моему мнению, можно было дать анализ и интерпретацию фотографии, и в заключении просто дать ваши впечатления. В принципе, многие следовали этому плану. Ага, что касается языковой компетенции. Да, ошибок, конечно, было достаточно. Ну, это опять же управление глаголов, предлоги, ну, не всегда знаем, да, какие предлоги, либо не надо предлоги. Удивительно, но были такие ошибки, как отсутствие слияния предлога с артиклем, à les élèves, кто-то у нас говорил, dans le point. Ну, может, конечно, тут, понятно, не может, а точно это был стресс. Далее, незнание причастий, почему-то вместо la photo a été prise прозвучало prisée, вместо il a écrit. Спряжение глаголов третьей группы в основном страдает. И советую обратить особое внимание на выбор местоимения. Да, очень много ошибок. Видимо, опять же, не знаете управление глаголов. А quelqu'un, либо quelque chose. В общем, le, l'aller выбираем, вставим вместо них le и leur. Тут надо немножко поработать. У многих звучит quelque chose nouveau. Ну, запомните, отличные словосочетания. Quelque chose de, и дальше мы ставим с вами прилагательное в мужском роде. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de mauvais, ну и так далее. Род страдает, род существительных, да. Sous photo слышим, sous table. Ну тут опять же la printemps, нет слияния, de la printemps. И вот mieux и meilleur, пожалуйста, запишите все. Каждый год эта ошибка повторяется. Путаница, не знают, когда ставить mieux, вместо него ставят meilleur. Пожалуйста, повторите это правило, возьмите это правило. Это больше даже совет вот преподавателям. Посмотрите еще, тоже часто ошибка встречается. Elle, согласование возвратного местоимения с местоимением в роли дополнения. Elle nous aide à nous évaluer. Ставим à s'évaluer. Это тоже надо автоматизировать, отработать. Ну, не ожидали, что такая ошибка будет встречаться. Букву de, assez de. Очень у многих прозвучало букву d, assez de. Использование наречия в роли. Ну, вот это очень стало типичной ошибкой. Ce n'est pas correctement. Нет, ce n'est pas correct. Вот это тоже надо отработать, заавтоматизировать. Ошибка удивила notre grand-parent. Может быть стресс, конечно. Ну вот, надо притяжательные и прилагательные отработать. Notre père, notre mère, nos parents. Ага, вот здесь, конечно, использование сослагательного наклонения. Может, мы, конечно, забываем, вы уже учите, все знаете, il faut или nécessaire, что далее субжунктив. Но вот здесь встречалось, но был один участник, молодец, умничка. Она после je ne pense pas употребила субжунктив, но не все помнят это правило. Je ne pense pas, je ne crois pas в отрицательной форме, дальше идет субжунктив. Лексика, да, были лексические ошибки, почему-то вместо дочери сыном говорят, софиса, кабины скулер лучше не говорить совсем, не относится к кабине скулера, уже не существует, есть саль d'étude, есть саль de classe, ну, на крайняк ля класс, опять же, кто-то сказал грамматик вместо грамматикаль. Новое слово, неологизмы появляются. Capability, по-моему, очень сложно сказать capability вместо capacity. Ага. И, пожалуйста, не используйте прилагательное ravissante с существительным connaissance. Ну, совсем не звучит. Connaissance profonde, connaissance technique, connaissance scientifique. Ну, просто bonne. Ну, можно до très bonne, но точно не ravissante. Рависанты, да, здесь у нас хорошо человеку сказать, хорошо сказать к чему-то еще другому, но точно не connaissance. Ну, вот это я уже говорила про причастие, да, какой-то приза и место приза. Ребят, запомните, пожалуйста, если вы хотите кого-то посетить, не используйте визиты. Мы с вами визитons des musées, des expos. Если мы хотим бабушку навестить, родителей, aller voir. Хорошее словосочетание.
Allez voir. Не надо visiter quelqu'un. И обратите внимание, здесь для преподавателей никто не понял, почти никто не ответил на вопрос, какое намерение было у фотографа. Дети не знали слова l'intention. Quelle était l'intention? Ну, умнички многие, они спросили, что такое l'intention. Ну, получается, что вот этот вопрос прямо выпал, в основной, выпал из основной части. Вопрос звучал: quelle était l'intention du photographe? Там, argumenter quelque chose, nous convaincre de quelque chose. Просто не знали слова. Ну, опять же, путаница идет в шаг персоны и шака. Это и в письме ошибка идет. Угу. Ну, посмотрите на ошибки. Ну, в принципе, молодцы. 2 человека набрали. 1 человек набрал максимальное количество баллов, еще один 19 баллов набрал из 20. Молодцы, вы говорите. Уже нет таких участников, которые не говорят. Угу. Да, вот здесь у Оксаны Николаевны вопрос возник по 10.04. Вот я думаю, что здесь надо обсудить. 10.04, конкурс принимания. Подожди, давай. Ага, хорошо. Смотри, вот, Вы пока, вы пока подумайте, проанализируйте. Пункте, вот дело интересно, сколько было зачитано запрос. Куа не уловили, вписали в ответ в один пункт. Смотри, здесь написано стимуле dans les manières différentes. Да? Вот здесь было стимуле, а de manière différente было вот здесь. Мы зачли один балл. Надо добавлять. Потому что dans les manières différentes, ну, deux manières différentes, по сути, это ответ на слово comment. Но здесь написано в другой строчке. Нет, я думаю, здесь нельзя было менять. Здесь четко quoi и comment. Нет, здесь не такой, Ну, нет, как в если документах. А если бы было вот так? Так Почему? мы альтернанс. Альтернанс это Мы не чередование. зачли альтернанс. Ну, мы сомневаемся, Нет. Оксана Николаевна, мы сомневаемся, что здесь Я можно думаю, что зачесть, нам- потому да. что comment именно... Вот эта полностью фраза, можно было зачесть ее в comment. Даже. Да, Можно считать, что мы вам зачли comment. потому что quoi, Да, здесь, честно, что, а вот- вопрос... Нет, я понимаю, что Нет. стимуле dans les manières différentes, но надо было тогда comment повторить этот ответ. Да. Вы можете считать, что мы вам зачли этот ответ в comment, а не в quoi. Но зачесть... Здесь 1 балл. Здесь нельзя было, вот даже если бы вы повторили, мы бы зачли. Да, если бы было написано Да, так же, а dans так les- нет. потому что там было написано en alternance. Ответ Да. en alternance мы зачесть не могли, потому что это чередование. Здесь именно разнообразие должно было быть. Да. Там les tâches différentes. Мы здесь зашли Дифферамент. больше в quoi, ну, мы бы и зашли в comment, если бы это было написано, но здесь мы увидели, что есть стимуле, поэтому зачли. А засчитывать его еще в comment нет, точно, нам То бы есть не здесь разрешили. 1 балл. Когда пустая строка и нет четкого вопросительного слова quoi и comment, тогда мы засчитываем. Когда нет вопросов, просто порядок. Вот как там было, 22 и 25. Да, там мы Дайте порядок 4 могли- документа, все, ничего не говорится больше. А здесь четко quoi и comment. И тем более здесь ответ был en alternance. Мгм. Да. Давайте еще. Ждем Если ваши есть еще вопросы. вопросы, пожалуйста, Мы сейчас задавайте. будем ждать ваши вопросы. Наверное, давайте Я думаю, дадим мы- электронную почту нашу еще. Вдруг появятся еще вопросы. Да. Лариса Генриховна, давайте напишем. Напишите мою почту. Вы сегодня, сейчас еще анализируйте. Мы, барышня, пиши. Игорь. Не слышно, можно я Людмила Леонидовна быстро наберу, она быстро поменяет. Как мы так посчитали? Да, дурочка.
Да, все, хорошо. Да. Ребят, пожалуйста, давайте вы с учителями, с преподавателями еще раз внимательно все посмотрите. Пересчитайте все. Ну, Да. мы, конечно, очень Мы внимательно считали. считали, пересчитывали, но исключать того, что Всё может все быть. может быть. Может быть, мы где-то вы внимательно Вдвоём посмотрите свою работу, Мгм. посмотрите, и я думаю, что если какие-то у вас остались вопросы, то мы ждем их либо сейчас, либо по электронной почте. И вот. Чуть. Как написано. Ну, вообще, я думаю, что, наверное, уже если нет вопросов, мы можем уже закончить нашу трансляцию. Все остальное... электронную почту записать, да? Сейчас вот она, электронная почта. Не успел ли кто-то записать? Так, вот она. Ой-ой-ой. Сейчас. Вот она, электронная почта Юлии Юрьевны. Она та же самая. Так что вы можете написать ей. И если какие-то у вас вопросы остались, я думаю, что мы с удовольствием на них ответим. Ну, давайте еще пару минут ждем. Если вопросы не появятся, то я думаю, что мы закончим нашу трансляцию и пожелаем всем успехов. Сергеевна, возьми с собой сегодня, да? Мгм. Что посмотреть? Да. Пожелаем всем успехов. Успехов, удачи, сдачи ЕГЭ. Те, кто наберет большее количество баллов, поздравляем с победой. Да, 9-10 класс ждем на следующий год на Олимпиаду. Да, 11-классникам удачи на сдаче экзаменов. Надеемся, что вы выберете ЕГЭ по французскому языку И отлично его отлично его напишите. сдадите. Так, И выиграете, конечно, Всероссийскую Олимпиаду. все. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо за внимание. Так, почти миллион вопрос Оксана пишет. 10:03. Давай. Мгм. Да. Давай 10:03. Что, чтение? Да. У нас же понимание письменных, да? Что там?